тяжелая пища, вы ее просто не усвоите. Сергей Семенов попал в больницу с отравлением сегодня утром. С семьей собрали опята в знакомом месте. В грибах разбирается, поэтому недомогание, говорит, стало неожиданностью. Скорее всего, плохо прожарил. На следующее утро у меня именно тошнота, рвота появилась, температура. Неправильная термическая обработка – одна из причин отравления. Ведь таких, как Сергей, только за последний месяц в больницах уже 18. Самая большая ошибка у пациентов – это все-таки отсрочивание прихода к врачу и вызов скорой помощи. Но самостоятельно, если есть первые признаки и все-таки было употребление грибов в пищу, то это промывание желудка слегка соленой водой. У Зои Титовой в семье потомственные грибники, да и сама легко отличит лжеопенок от настоящего. 40 лет ходят за грибами, излишки продают на рынке. Хорошо знает. У нас грибники вся семья почти. Уже внук, он 3 года знает, какой гриб можно брать, какой выкинуть. Но даже такие опытные ошибаются, ведь грибов 1500 видов, и многие из них похожи. Только кто-то ядовит, а кто-то съедобен. Очень активно стали расти, и отравление галериной действительно очень актуальная проблема. Выглядит она немного похожа на так называемые летние опята, но может случайно попасть в корзину грибнику. А еще грибы надо знать, где собирать и где покупать. Специалисты советуют брать только на санкционированных рынках. Они проходят ветеринарно-санитарную экспертизу, выдается справка, и эта справка должна быть на руках у продавца. С начала года в Татарстане уже 28 случаев отравления грибами. Для сравнения, в прошлом было 32. Осенний сезон еще только начался. Елена Веселова, Юлия Муратова, Лилия Кашфарова, Амир Залюшев, ТНВ, Казань.